Суть изобретения очень проста. Начинает свой рассказ Алексей Захаров. В основе две сонары – звуковые навигации для определения дальности. Устройство издает сигнал при виде препятствия на пути человека. На создание такого прибора Алексея подвигла сама жизнь, его незрячая тетя. Свое ноу-хау он собирал 4 месяца. Будет базироваться, да, я не говорю окончательную цену устройства, но примерно 8 тысяч рублей будет стоить устройство. Это в 3 раза дешевле, чем аналоговых устройств. Год назад выпускник Якутского колледжа связи и энергетики стал резидентом технопарка. На счету победа и успешное выступление на всевозможных конференциях российского и международного уровня. Хвалят везде, но вложиться в его проект пока никто не спешит. В поисках спонсоров программист Захаров зарегистрировался на сайте краудфандинга. Это новый способ помогать хорошим идеям. Я вам хочу подарить возможность сделать слепых людей зрячими, ведь слепые люди живут в 4 стенах. Для них поход как в магазин, на прогулку, в аптеку является трудной задачей. Вместе с поиском инвесторов Алексей продолжает учиться. Поступил в Санкт-Петербургский политехнический университет. Там он встретил единомышленников, которые помогают совершенствовать его устройство гид. В дальнейшем туда будет установлен GPS-навигатор, то есть когда слепой человек идет по улице, он ему будет говорить, какую улицу он проходит. В августе этого года молодой изобретатель планирует представить окончательный вариант устройства для людей с проблемами зрения. Сейчас Алексей Захаров работает над модернизацией своего устройства. В ближайших планах у молодого изобретателя стать резидентом фонда Сколково. Этот шаг должен помочь найти инвесторов для дальнейшего продвижения проекта. Айна Винокурова и Ларион Федоров. Вести, Якутск.